Angkatan Bersenjata Ukraina 19 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 898.070 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 12 tank, 14 lapis baja dan infanteri, 64 sistem artileri, 100 drone, dan 111 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.364 tank, 21.523 kendaraan tempur lapis baja, 41.003 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.704 sistem artileri, 1.320 sistem roket peluncur ganda, 1.107 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 29.716 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, militer Rusia melansir penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur fasilitas industri minyak yang memasok Angkatan Bersenjata Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, lokasi penyimpanan dan peluncuran kendaraan udara tak berawak serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 146 titik. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 bom berpemandu jam, proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 117 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 658 pesawat terbang, 283 helikopter, 47.211 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.314 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.529 kendaraan tempur MLRS, 22.638 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.012 На unit Харьковском kendaraan направлении pendukung militer. подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли свыше 35 военнослужащих, 4 автомобиля, орудия полевой артиллерии, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Моночиновка, Радьковка, Шийковка и Пролетарская Харьковской области. Потери противника составили до 205 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 5 пикапов, 4 артиллерийских орудия, из них 2 производства стран НАТО, склад боеприпасов и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием механизированной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Щербиновки и Иванополя. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированием 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Красноармейска, Миролюбовки, Новоалександровки, Удачного, Успеновки, Димитрова и Шевченко. Противник потерял более 440 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе 2 бронетранспортера М113, 6 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированием мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах Богатыря, Комара и Отрадного. Потери противника составили более 145 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Паладин». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой обороны в районах Новоданиловки, Каменского и Токаревки. Уничтожено до 70 военнослужащих, 3 автомобиля и склад боеприпасов. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.